по крайней мере, на сегодняшний день мы завершаем его успешно. Результаты у нас хорошие. Год народной инициативы, которые мы, вот, под итоги которые подводили на этой неделе, они показали, что на самом деле в нашем городе живут очень неравнодушные, очень активные, инициативные люди. И честно скажу, что вот результаты именно вот этого подъема народной инициативы, они меня воодушевляют. Я считаю, что то, что сейчас вот Якутск по результатам исследования, крупнейшего исследования социологического, которое Высшая школа экономики с Институтом международной урбанистики провели по России, по всем крупным городам, с населением свыше 250 тысяч человек. Таких городов у нас в России 63. Вот. И мы заняли в группе, самой многочисленной группе городов, это от 250 тысяч до 500 тысяч человек, мы заняли почетное 3-е место после Чебоксара и Белгорода. Причем человеческий капитал же оценивается не просто там по уровню, сколько людей там образованных, сколько там высших учебных заведений и так далее, а оценивался по всему спектру, начиная какие данные тех же опросов, какие данные по улучшению социальной инфраструктуры, качества жизни в городах, насколько люди довольны жизнью в городах. И вы знаете, вот очень интересные данные, я думаю, что вот когда их опубликуют, вы сами журналисты еще опубликуют, их и опубликуете, и поизучаете. Вот видно, что в нашем городе за последние 3 года она очень четко там прослеживает, очень четкая динамика улучшения, в первую очередь, показателей таких, знаете, вот качественных, оценки людей жизни в самом городе. Вот это очень важно. Я считаю, что вот это, наверное, самый наш главный итог, что люди начали относиться к своему городу как к своему родному дому, о чем я всегда говорил. И год народной инициативы это еще раз доказал. Если там о таких самых крупных таких, наверное, достижениях сказать, тот же, например, наш рекорд Гиннесса, который в этом году у нас был очередной, так, 11 136 человек, обряд Кумысапити. Самый крупный флешмоб «Сердце города», так, который мы тоже больше всех людей приняли. У нас в результате этого в следующем году должен бесплатный Wi-Fi в парке культуры и отдыха работать. Это наш приз, который мы от организаторов получили. Сегодня в Общественной палате Российской Федерации город Якутск будет получать приз как победитель конкурса «Открытый муниципалитет» в части использования информационных технологий в своей работе, в части портала OneClick Якутск. Я вот на урбанистическом форуме выступал и достаточно много общался с нашими передовыми, скажем так, городами в части использования информационной технологии. Но знаете, OneClick Якутск, он ничуть не хуже «Открытой Москвы», а может по ряду вопросов он даже лучше. Вот то, что мы сейчас публичные слушания сделали через нормативно-правовой акт городской думы возможным для любого гражданина, дали возможность любому гражданину участвовать в публичных слушаниях, именно через нормативно-правовой акт законодательно это все закрепили, ни в одном городе нету, так, Москва об этом только мечтает. Вот. Поэтому OneClick мы считаем, что это наша удачная находка, которую мы будем и дальше продолжать поддерживать, развивать. И на самом деле вот видно, что он сегодня уже стал такой неотъемлемой частью нашей городской среды. Безусловно, продолжение получит и народный бюджет. Вот. В этом году 47 проектов реализовано благодаря народному бюджету. Конкурс 2015 года мы уже сейчас там несколько сотен заявок тоже поступило, сейчас конкурсная комиссия начнет работать, я думаю, что в январе, в феврале мы уже окончательные итоги подведем, но в этом году мы по народному бюджету хотим еще дополнительный отбор уже делать через OneClick Якутск, то есть там опубликовать, может быть мы и с ЕКТ договоримся, чтобы там обсуждение тоже прошло этих проектов, так, чтобы, еще раз говорю, как можно больше людей в это дело вовлекались и в дальнейшем эти проекты реализовывались. Личный пример у нас получил свое дальнейшее развитие, и я считаю, что это тоже вопрос, который у нас будет дальше, и будет иметь свое продолжение. Как вы помните, летом у нас прошла международная конференция «Города и люди», гражданские инициативы, формула взаимного доверия, которая тоже очень хороший резонанс получила. И одним из таких достижений этого форума, я считаю, то, что после нее как раз у нас благотворительная медицинская миссия здоровой нации, с участием докторов Южной Кореи, Филиппин, нашей республики, здесь тоже поработала, и бесплатное обследование у нас получили чуть меньше 1000, порядка 1000 человек получило
возможность пройти это бесплатное обследование. По результатам него некоторые люди, я, насколько знаю, уже выезжали за рубеж, уже операции сделаны и у нас в республике. То есть многие жизни спасены. Это само по себе очень важный итог. Ну а каким будет следующий год, 2015, я, предваряя вопрос, скажу, что завтра я его после обеда в 4 часа дня объявлю. Так что интригу еще сохраним. Теперь, касаясь наших экономических, каких-то социальных показателей. У нас 2014 год – это год, когда мы начали реализовывать и программу социально-экономического развития города Якутска до 2017 года и, конечно же, нашу стратегию развития города до 2032 года. Первый такой полноценный год. Я считаю, что результаты у нас достаточно нормальные. Мы по сравнению с прошлым 2013 годом, несмотря на все трудности, наш бюджет исполняется с ростом доходов к прошлому году на 10%. Вчера принят бюджет города на 2015-2017 годы, впервые трехлетний бюджет. При этом основные параметры позволяют нам говорить о том, что, несмотря на все сложности, мы не только полностью сохраним, скажем так, социальную направленность нашего бюджета, то есть обеспечим наши обязательства социальные, но и будем держать, скажем так, все равно вот такое магистральное направление нашего развития в части работы по дальнейшему строительству социального жилья и для аварийщиков, и для наших бюджетников, для детей-сирот. Будут у нас дальше строиться социальная инфраструктура, в первую очередь, объектов образования, дошкольного и школьного. Будет у нас идти дальнейшая работа по реконструкции улично-дорожной сети. Мы на следующий год, на самом деле, беспрецедентно высокую сумму заложили в городской бюджет. Из городского бюджета порядка 550 миллионов рублей, и республиканский бюджет будет финансировать на сегодняшний день сумма 664 миллиона рублей, то, что мы согласовали. То есть порядка 1 200 000 000 будет направлено на дальнейшее строительство улично-дорожной сети города Якутска. Поэтому мы здесь считаем, что у нас достаточно хорошие результаты будут. Что касается строительства жилья, мы, пока год еще не завершен, сейчас массово, как у нас всегда вводится под конец года, вводятся объекты жилья. И, уже по ноябрьским темпам мы видим, что мы идем на уровне выше 2014 года, когда у нас был рекорд на самом деле. Так, порядка 250 000 квадратных метров жилья в прошлом году было введено. Мы сейчас идем по графику выше. И я считаю, что по результатам 2015 года у нас очередной рекорд по вводу жилья будет. Дальше у нас хотел бы отдельно остановиться как раз вот по объектам социальной инфраструктуры. Несмотря на все трудности, мы в этом году как никогда много ввели объектов образования. У нас, во-первых, впервые за 8 лет мы ввели в черте города школу. Это в Гагаринском районе, так, 24-я школа. Тоже очень, в таком хорошем исполнении, скажем так. Ввели мы детские сады. Во-первых, дополнительные дошкольные группы у нас появились по Лермонтова в 103-м квартале, где сейчас 150 детей ходит. У нас базовый детский сад открылся по Дзержинского, Северные звездочки, так, куда у нас сейчас ходят, вот именно в сам базовый ходят 260 детей. У нас проведена реконструкция на 3-х этажах 8 детских садов, и количество дошкольных групп в итоге увеличилось у нас на 200 мест благодаря вот этой реконструкции. И мы сейчас практически завершаем реконструкцию детского сада номер 20, это по Билибина 27, где, помните, раньше детский дом Береги не был. Берегинь у нас сейчас переехала в другое здание, так, а детский сад там сейчас мы реконструируем, и дополнительно у нас там 9 групп на 270 детей тоже будет открыто. Завтра мы открываем в 16-м квартале города Якутска детский сад на 200 мест, то есть тоже хорошее такое событие под конец года. Сейчас заканчивается уже реконструкция дошкольных образовательных учреждений на первых этажах, это в 17-м квартале и в 68-м квартале, где Прометей строит. Мы планируем, что они будут у нас в феврале месяце уже все открыто. Сейчас уже практически они уже сейчас завершены, но сейчас идут окончательные доводка, технологические работы. Я думаю, что вот в феврале мы их уже будем открывать. То есть это вот в совокупности дает порядка
1300-1400 мест сокращения очереди в детские сады города Якутска в итоге будет давать. Вот. Ну и, конечно же, у нас строятся и такие еще крупные детские сады. Это журавлик у нас должен быть завершен. Как только тепло позволит нам работу по благоустройству закончить на 300 мест. И детский сад в селе Пригородный мы тоже к 1 сентября будем открывать. Однозначно тоже на 300 мест. Ну и будем продолжать строительство наших школьных объектов. Это 18-я школа, 35-я школа. Конечно, и там есть свои объективные трудности, но, еще раз говорю, мы уверены, что эти объекты будут дальше строиться. Теперь мы во исполнение указа главы республики по социально-экономическому развитию города Якутска, вы знаете, сейчас уже заключен контракт по водозабору, он начал реализовываться так. Сейчас идет работа по, скажем так, проведению конкурса на привлечение средств для строительства социальных объектов города Якутска. По поручению главы республики правительство эти переговоры сейчас город проводит. Мы уже на достаточно высокой степени проработанности. То есть этот проект заместит собой проект Всемирного банка, который у нас, ну, знаете, в силу политических, в первую очередь, причин там застрял где-то в недрах Всемирного банка. Отказ мы так и не получили, так же, как и согласие, да? Но вечно ждать мы не будем, поэтому сейчас идет работа по изменению инвестора. В принципе, инвесторы-то уже нашли, сейчас вот идет работа как раз по проведению конкурса по договорным отношениям, тоже достаточно серьезная работа с привлечением крупных консультационных компаний. Мы надеемся, что где-то в марте месяце мы уже выйдем на определенные уже договорные процедуры. В результате этого мы должны построить в городе Якутске 6 крупных детских садов, 5 школ. Вот дополнительно к тем, что я сказал. Мы должны построить центр детского творчества. Это в 203-м микрорайоне. Ну, это, грубо говоря, будет, ну, трудно назвать это музыкальной школой. Еще раз говорю, это будет центр детского музыкального творчества. Со своим залом, со всеми условиями для занятий именно искусством для наших детей. Планируем мы построить новый дом культуры на месте старого ДК Гагарина. Будет построена арктическая школа международная. Ну вот и еще раз говорю, несколько таких школ. Так, в том числе мы АИКГТ будем реализовывать по этому проекту. Еще раз говорю, проект достаточно сложный, непростой, но работа по нему идет.